Еще на шаг ближе к заветной цели – клонированию мамонта. Российские ученые расшифровали ДНК древнего животного. За основу были взяты клетки мамонтенка Хромы, которого нашли в Якутии несколько лет назад. Возраст этого мамонтенка больше 50 тысяч лет, но сохранность была уникальной. И поэтому, видимо, нашим коллегам удалось полностью расшифровать ядерный геном. Но это, конечно, очень важно для нашей науки, потому что сейчас мы знаем всю последовательность ДНК мамонта. Только за последние 4 года местные палеонтологи сделали несколько уникальных открытий. Например, впервые в истории нашли костный мозг мамонта. Когда его рассверлили, увидели, что тонкое сверло, оно стало совершенно желтым. То есть в нем был прекрасной сохранности костный мозг. Вот с этого вот экспоната 2012 года мы ведем отчет, опять проявление большого интереса к такой интересной теме, как клонирование мамонта. Теперь эти образцы – экспонаты музея. Здесь можно не только увидеть скелеты и макеты доисторических исполинов, но и послушать их голоса. Вот слушайте. Услышать, а еще лучше увидеть настоящего, живого мамонта, надеется Нургуяна Тимофеева. Студентка, как и ее друзья, уверена, в ближайшем будущем это станет возможным. В жизни какая-то это будет. Ну, я видела мамонта. Вот. Ну, это было круто бы. Конечно. Сегодня в музее мамонта насчитывают 1700 экспонатов. На обзор широкой публики представлены лишь 250. Находки, имеющие большую научную ценность, спрятаны в холоде. Последние находки – это действительно находки с мягкими тканями. Мягкие ткани подразумевают то, что и после нас будут ученые, будут музейные работники, те, кто будут изучать вот эти вот последние находки. И они в основной своей массе, конечно же, хранятся в морозильной камере при температуре минус 17 градусов. Коллекция пополняется регулярно. Каждый год сотрудники закрывают музей на лето, чтобы вновь отправиться в дальние экспедиции. Здесь схематически показана вечная мерзлота Якутии. В ее толще спрятаны останки представителей мамонтовой фауны. По мере оттайки они оказываются на поверхности и становятся доступными человеку. А это значит, что число громких научных открытий, как и экспонатов этого музея, будет только расти. Дмитрий Макаров, Максим Бурцев, Вести, Якутск.